Депортация 1944 года оставила след в каждой крымско-татарской семье. 18 мая в Ахяре почтили память жертв этой преступной акции, устроенной сталинским режимом. Жители города и близлежащих сел собрались в Центре культуры и искусств, где состоялось траурное мероприятие, посвященное 75-летней годовщине трагедии. Собравшиеся почтили минутой молчания память тех, кто погиб в годы ссылки и не дожил до возвращения на родину. Организатором Дня памяти выступило региональное объединение крымских татар «Ахяр». На местах мы провели собрания, в местах выездов. У нас в Севастопольском регионе 6 мест компактного проживания. Там организовано проведение, прочитали дуа памятных мест. Там уже погрузились на автобусы, приехали сюда. А когда идет активная подготовка к этому мероприятию, конечно, без содрогания, без переживаний, болью в душе все равно нельзя этот день провести. Участники траурного мероприятия вспоминали о боли и многочисленных испытаниях, которые пришлось пережить крымско-татарскому народу. Школьники прочитали стихи. Гостей реквиема тронуло выступление бахчисарайского ансамбля «Эбидиет». Его вокальные композиции слушали со слезами на глазах. Сейдамета Абдувелиева обвинили в предательстве, когда ему было 6 лет. Депортация забрала у него самое ценное – родину, близких и, конечно, детство. Dayım, apayı balasıma öldü, alanam öldü, imcim öldü, çok kişiler öldü, şu şeyler bek altında kaldı. Açtan ölmesin deyip anam bizlerini mecbur oldu, dedemga vermedi. Dedem de bizlerini her vakit satkın deyip ne kadar aytaydılar. После завершения официальной части мероприятия собравшиеся отправились к памятнику жертв депортации, где прочли дуа и возложили цветы. Моя семья до войны жила на улице Ленина в городе Севастополе. Это память. Вы знаете, мы благодарны всем, кто нас поддерживает в этот день. Значит, миссия наша выполнена. Когда меня вывозили в товарных вагонах, мне было 9 месяцев. И вот теперь каждый год мы ходим сюда чтить память. Для нас, для всех это траур. Воспоминания очень тяжелые. Это очень тяжелый день. Столько слез всегда, столько переживаний. И мы всегда должны о этом помнить и никогда не забывать. 18 мая для меня очень важный день. Я думаю, что наши дети должны будут это чтить и сохранять наши традиции.